Значит, лекция номер 3, тема «Разбитие Ленина марксистской и политической экономии». Ну, я сначала в 2 словах, чтобы связь был. Значит, мы с вами уже рассмотрели первую тему разбития марксистского материализма Ленина, то есть философия. Философия – это фундамент, как говорится, всего марксистского учения. А политическая экономия – это, ну как, мы говорим всегда, что политическая партия, вооруженная знанием законного развития общества. Это в принципе, философия. И еще мы должны знать закон развития экономики этого общества. Она излагается в политической экономии. Вы сейчас ничего не пишете, кроме темы. Я потом вам подскажу. Поэтому Карл Маркс, разрабатывая политическую экономию коммунизма, это, в принципе, изучение способа производства. Цель исследования это законов управления производства и обмена. Производства и обмена. То есть политэкономия занимается открытием, постижением законов управления производством и обменом. А вот если мы сразу с этого Ленина, если перейти, тогда Ленин знает, выявлял и постигал законы развития производством и распределением. Потому что капиталист, он должен производить товар, обменять выгодно для себя, чтобы получить максимальную прибыль. А для коммунистического общества производить товар тоже это не все, но должен это производится для удовлетворения потребностей конкретного человека и общества. Поэтому распределение. То есть Карл Маркс говорил, что для исследования экономики не требуется ни микроскопа, ни химических реактивов. Для этого требуется абстракция воображения, абстракция человеческого мышления. Понимаете, какое дело? Потому что на самом деле, как законы разбить управление материальным производством и распределением устанавливать, то есть его рассматривать на микроскопе или испытывать химические реактивы. Поэтому вот Карл Маркс говорит, что мы на этот случай используем абстракцию, воображение абстракции. Вот я издал «Теоретизм наследия Владимира вот такую книгу. В этой книге изложено в таком же стиле, как «Теоретизм наследия Карла Маркса, Фридриха Энгельса». Там изложены все его составляющие 4 раздела. Философия, политэкономия, классовая борьба, пролетарская революция, теория научного коммунизма. А здесь изложено 3 только. Философия, политэкономия и теория научного коммунизма. Поэтому я сейчас работаю над тем, что на 3-й раздел все-таки теория классовой борьбы, пролетарской революции добавить. Будет 2-е издание этой книги. А я вообще, когда писал, мне казалось достаточно, когда и раздел философии рассматривал, политэкономии, теория научного коммунизма, там без классовой борьбы не обходится. Все основы на этом. Классовая борьба, результаты которой происходит пролетарская революция, захват политической власти, установление диктатуры пролетариата. А дальше идет уже перед, вот мы начинаем политэкономии сейчас, уже приступаем к изучению России. Перед рабочим классом России стал вопрос, а как, с чего начинать строить коммунистическое общество? Коммунистическое общество. А Владимир Ленин говорит, как мы народ убедили, мы у богатых бедных завоевали политическую власть, а сейчас перед нами стоит вопрос управлять этой Россией. И главное здесь экономике. И практически организовать. Мы должны показать, что мы умеем практически организовать. И Владимир Ленин, разрабатывая
элементы для составления плана строительства переходного периода от капитализма к коммунизму, он элементы разработал, а вот сам план делать не успел. То есть до конца 23 года в Советском Союзе все не было плана строительства переходного периода. Это после смерти Ленина, из ленинских элементов, Иосиф Виссарионович Сталин разработал ленинский научный план строительства переходного периода от капитализма к коммунизму. То есть 1924 года, 53 год, это получается 29 лет, строили переходный период. До этого были заняты гражданской войной, интервенцией, после чего восстановлением экономики России после войны, гражданской войны, интервенции. Понимаете, какое? Настолько сложно было, конечно, сейчас, если даже условно представить, это уму непостижимо. В этих условиях разрабатывать основу политэкономии перехода от капитализма к коммунизму. Я вам скажу, что, знаете, в Советском Союзе этот план не был составлен. Хотя Иосиф Виссарионович Сталин неоднократно говорил, что мы практическими результатами строительства социализма можем гордиться, а вот теоретической работой это сказать не можем, потому что теория отстает от практики. А на самом деле теория должна не только успевать за практикой, она должна опережать. И нашим практикам дать ясность перспективы, уверенность в себе и уверенность в победе нашего дела. Несмотря на это дело, это призывы Сталина, может быть, некому было исполнять тогда. Ну, теоретика уровня Сталина, конечно, тогда не было. Но, тем не менее, экономисты были. Я вам в процессе изучения полемику с Лениным. Есть экономисты сильные были, но они этим, и вот марксистской политэкономии не было дела. Без знания марксистской политэкономии, как можно было сделать политэкономию переходного периода? Когда я изучаю работу Владимира Ленина, он разработал, дальше двигал основы для составления этого политэкономии переходного периода были. Она не была разработана. Хотя работы политэкономии социализма, такой работ много, но она не опирается на марксистскую теорию. Ну, цитата, есть цитаты могут быть там. Но на самом деле, как Ленин разрабатывал. Нет. Сейчас записываем. Карл Маркс определил предметом исследования политической экономии, является капиталистический способ производства. Предметом исследования политической экономии является капиталистический способ производства. Точка. Целью исследования является выявление законов, управление производством и обменом. Точка. Маркс писал, двоеточие, при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, при анализе форм экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. Нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. Точка.
то и другое должна заменить абстракция. Должна заменить абстракция. Точка. Маркс-анализ капиталистического способа производства. Маркс-анализ капиталистического способа производства начинает с его экономической клетки, двоеточие, товара, запятая, в котором как в капле воды, отражаются все противоречия капитализма. Точка. Вещь, которая удовлетворяет, какие-либо человеческие потребности, называется потребительной стоимостью. Какие-либо человеческие потребности называется потребительной стоимостью. Точка. Способность потребительной стоимости одного рода, обмениваться потребительной стоимости другого рода, называется миновой стоимостью. Сейчас ничего не пишите, сейчас разъяснение дам. Потребительный и миновой. Это классические категории, всех которых мы должны начинать с Маркса. Дальше перейдем к Ленину. Значит, такие разъяснения. Вещь может потребительной стоимостью, то есть удовлетворять какие-то потребности человека, но не быть стоимостью. Это воздух, девственная земля, дикорастущий лес. У него нет стоимости. То есть не все вещи являются потребительной стоимостью. Дальше. Вещь может продуктом человеческого труда, но не быть товаром. То есть человек производит продукцию и сам потребляет полностью. Тогда товара нет. Товар появляется, когда человек производит сверх своей потребности и специально предназначен для обмена, для продажи. Тогда это товар. То есть вы должны знать, что знать. Если человек рабочий производит только для себя, тогда это не товар. А вот свыше своих потребностей и специально значит для обмена и продажи, тогда это товар. Сейчас перехожу уже на Владимира Ленина. Что он говорил? Вы ничего пишете, пока. Он говорит, что мы должны строить новое общество из того материала, который оставил нам капитализм.
Это первое положение. Второе. Тогда было 5 укладов. Экономика. Натуральная, патриархальная, мелкотоварная, капитализм, государственный капитализм и коммунистический сектор. И наша задача превратить многоукладную экономику в одноукладную, то есть коммунистическую. И какая задача стоят? Сложно это. Во-первых, человек, мы с вами в прошлый раз говорили, человек, который достался рабочему классу России, 73% безграмотных. Притом из населения, всего населения России 80% составляют безграмотные крестьяне. Так, вы помните высказывание Ленина, что безграмотный человек стоит вне политики. То есть этим человеком коммунист строить нельзя. О, какая сложность. К нему еще... И поэтому Ленин говорит, что этот человек, который мы сегодня имеем, он может, конечно, преобразовать капиталистический образ быта и может еще основание сделать, но фундамент основание, как дома. А строить будет новое поколение, молодежь. Как если вчера вот говорит, как раз еще все, что коммунизм это дело молодых, молодые строятся. И то же самое Ленин говорил. Вот. Записываем. Ленин предупреждал рабочий класс России. Двоеточие. Ленин предупреждал рабочий класс России. Двоеточие. Первое. Мы можем начать строительство коммунизма. Мы можем начать строительство коммунизма из того человеческого материала, который оставлен нам капитализмом. Из того человеческого материала, который оставлен нам капитализмом. Точка. Второе. В России существует 5 экономических укладов. В России существует 5 экономических укладов. Существует 5 экономических укладов. Двоеточие. В России существует 5 экономических укладов. Двоеточие. Перечисляем. Натуральное хозяйство. Натуральное хозяйство. Мелкотоварное. Капитализм. Государственный капитализм и коммунистический сектор. Точка. И коммунистический сектор. Точка. Наша задача превратить многоукладную экономику в одноукладную. Наша задача превратить многоукладную экономику в одноукладную. Мы сейчас ничего не пишете, я сейчас разъясняю. Значит, рабочий класс победил, политический власть завоевал, диктатуру свою установил и отменил буржуазную частную собственность средства производства. То есть железные дороги, фабрики, заводы, электростанции, все это стало общенародной. Но это сказать, это очень мало. Ага. Надо еще эти заводы установить сначала рабочий контроль, потом директора, красные директора, подготовить рабочих, потом. Первое это рабочий контроль за заводом, фабриками, банками. Ну, во всех отраслях рабочий контроль. Понимаете, какой? Дальше организовать практически. Вот для этого Ленин придумал с самого начала критерии которых
Сталин, другие экономисты и вот активно использовали, но не говорили, что это критерии первой фазы коммунизма. Первое – это производительность труда. Второе – это строжайший по совместительству учет, контроль за производством и распределением жизненных благ. Вот два. Понимаете? Производительность труда появилась после коммунистических субботников. Там оказалось, что коммунистических субботников, передовые рабочие организовали коммунистических субботников в разных отраслях. Ага. Погрузка, то есть разгрузка вагонов, там, разгрузка угля и так далее. И там в этих субботниках производительность труда 2-3 раза превышал. Обыкновенный день завода работает, производительность труда 2-3 раза превышал обычный рабочий день производительность труда. Из-за этого Ленин написал работу «Великий Фатин», где вот производительность труда самое главное для победы нового строя. Это первый критерий. Потом второй критерий. Передовые рабочие, они заботятся о росте производительности труда и об охране каждого пуда зерна, угля, железа, достающегося всему обществу. Понимаете, какой я? То есть в данном случае от самой практики, самих рабочих, видя рост производительности труда несколько раз, Владимир Ленин нашел тот рычаг, с помощью которого можно построить коммунистическое общество. Ну, его работа «Все социализм», это я в этой книге я его исправлял, все коммунизм, поэтому так должно быть. Это Маркс, Энгельс, коммунизм, Ленин и социализм. Один и тот же ученый пишет, и такие вещи допускать, я думаю, не стоит. Но это потом нас рассудят история. Так, и третий его, это Ленин все время опирался на бедноту. Понимаете, какое дело? Вот богатый против богатых, он против этих миллионеров, против всю жизнь сражался. И вот он добивается новый строй для бедных. Если гимн, как начинается? Вставай. И вот он считает, что государственные обязанности должны выполнять все рабочие, в основном беднейшие слои, после мысли своего производительного труда. Их тоже один из критериев, который использовал, конечно, руководитель страны, но не считаю, что это критерий переходного периода. Но переходный период, так называемый, слов не был социализм. Пусть будет социализм. Эти критерии строительства социализма, производительность труда, учет, контроль за производством, распределением и привлечение всех рабочих бедноты для участия в управлении производством и государством. Понимаете, какое дело? И эти рычаги помогли, вот, как говорится, все-таки вытащить страну от экономического кризиса и начинать планово анархию, заменить научное планирование и постепенно начали налаживать экономику. Вот сегодня даже процесс работы предстоит всю жизнь экономикой заниматься. 34 года. И вот представляю, как это было трудно. Связи нет. Транспорт тоже в таком кризисном состоянии. Мировая война. И какие люди были-то, на самом деле. Поэтому вот следующее. Анархия и производство заменили научным планированием. И сегодня, понимаете, вот процесс, вот как Россия стала капитализмом, у нас планирования нет. А вот в западных странах процесса соревнования, мирного соревнования с коммунизмом, с капитализмом, западные экономисты разработали, научились Советского Союза, и они живут планово рыночной экономикой.
В России плана нет. Все. И рынка-то нет, потому что государство, в руках государства осталось от 4 до 16% собственности. В Америке, Германии, Франции, Англии до 50% средств производства находится в руках государства, коллективного капиталиста, так называется это в литературе, капиталисты. То есть они научились у нас планировать. 50% планируют, 50% рынка. И между государственным сектором и частным сектором происходит конкуренция. Это важнейший рычаг развития экономики. Поэтому говорится, что сегодня капитализм загнивает и там погибает, и разлагается. Это фантастика. Потому что сегодня капитализм находится в подъеме. Они заработали индустриальные, постиндустриальные, компьютер-информационные общества, модернизации. Они прошли индустриальные общества. Огромные, Америка, смотри-ка, в остальных странах, какие у них вооружения, какие у них, они значительно опережали Советский Союз. В момент разрушения Советского Союза они опережали промышленность 2 раза продвинулись туда. Советский Союз 5 раз. 5 раз. Советский Союз был второй сверхдержавой. У них 5% населения работает в сельском хозяйстве, кормит 95%. В Советском Союзе 30% сельского хозяйства и кормит 70%. То есть, вот какое дело. Поэтому мы с вами, которые вот соприкасаемся с Марксом и Лениным, должны знать действительно состояние вещей. Для этого нужно знать вот и философию, и политэкономию. Понимаете, какое дело? И, само собой, великий Сталин, конечно, это был сын сапожника, грузинского сапожника, который имеет образование в духовной семинарии, постиг, понимаете, все науки и вытащил страну за железным занавесом Советского Союза, который туда не выходил, сюда не пускал. И за счет своих средств он сотворил вторую сверхдержаву мира и начал формировать советскую цивилизацию. Совершенно новый. Я могу вам сказать прямо вот такой пример жизни. Значит, в Нью-Йорке, утром я рано встаю, после чего по улицам прохожу и в Москве, и Нью-Йорке тоже по привычке. И чувствую, что-то не то. Понимаете? Нету своей тарелки чувствую в Нью-Йорке. А почему? А потому что людей-то нет. В Москве вот как муравейник. Ходить по улице невозможно, а не кому можно ходить. Я смотрю, 20 человек идет впереди, тоже 50 человек идет. Нет автобусов, нет трамваев. Метро только есть. Понимаете, какое? Потом смотрю, все мордастые, животастые, мужики идут. Женщины в штанах, рваных штанах, длинных волосах. Тогда был он в Нью-Йорке. Вот это, поэтому я чувствую, что не то общество, в котором нахожусь. Потом приезжаю в Москву. Смотрю, понимаете, женщины цветастые в разных платьях, красивых прическах, смеющиеся, счастливые. Я думаю, какой счастливый человек, живу, понимаете, в коммунистическом обществе. Вон капитализм, понимаете, загнивающий. В рваных штанах, длинных волосах. Они сегодня вернулись. Все в распущенных волосах, в штанах коисочеств. Курящие, пьющие женщины. Они перешагнули американскую публику. Записываем Ленина. Мы завоевали Россию у богатых для бедных. Мы завоевали Россию у богатых для бедных. Нам сейчас надо управлять Россией.
Нам сейчас надо управлять Россией. В этом вопросе главное в экономике. В этом вопросе главное в экономике. Точка. Для этого надо повышать производительность труда. Для этого повышать производительность труда. Запятая. Установить строжайший повсеместный учет и контроль за производством и распределением. Установить строжайший повсеместный учет и контроль за производством и распределением жизненных благ. Точка. Для этого надо повышать активность рядовых рабочих. Для этого надо повышать активность рядовых рабочих и беднейших слоев населения. Запятая, чтобы они бесплатно выполняли государственные обязанности. Точка. Сейчас слушаете. Конечно, здесь, поскольку мы политэкономии сейчас говорим, об новой экономической политике сейчас пойдет речь. Но вот у него, получается, Владимир с самого начала, в 2014 году он написал работу о праве нации самоопределения. Это первая работа, потому что России населяли очень много наций и народностей, и без решения этого вопроса коммунизм строить нельзя. Второе, это в 2020 году, в 8-м Всероссийском съезде он выдвинул идею индустриализации. И вот в 2021 году он, чтобы выйти из страны от экономического кризиса, написал новую экономическую политику. То есть восстановление государственного капитализма преследует две задачи. Первое – это поднять промышленность, что начали работать заводы, фабрики. Второе – это увеличить численность промышленных рабочих, самых организованных. Потому что, он говорит, сегодня рабочего класса нет, он без выбит. Страна бедная, сельскохозяйственной промышленности. Поэтому вот государство новую экономическую политику разработать. И дал свободу крестьянину торговать сельхозизлишками. Записываем. В 1921 году Владимир Ленин разработал новую экономическую политику, запятая, что вытащит страну из экономического кризиса. И увеличит численность промышленного пролетариата. Сейчас слушайте дальше. Я разъясняю. Ленин говорит, что
поскольку государственный капитализм государством возрождается и говорит, вот в этом секторе произведен продукт – это товар для получения прибыли. А вот в коммунистическом секторе произведен товар, то есть произведен продукт – это не товар. Он произведен для удовлетворения потребностей человека и общества. Это очень важнейшее положение. И говорит дальше, вот производить материальное благо, это не все. Надо еще, выгодой для народа его реализовать, торговать. Мы сегодня торгуем по-азиатски, мы должны научиться торговать по-европейски. Так записываем. Владимир Ленин разъяснял. Продукт, произведенный в капиталистическом секторе, остается товаром, произведенный для получения прибыли. Продукт, произведенный в капиталистическом секторе, остается товаром, запятая, произведенный для получения прибыли. Точка. Продукт, произведенный в коммунистическом секторе, не является товаром. Запятая, не является товаром, запятая, так как произведен для удовлетворения потребностей членов общества. Точка. В 1918 году по инициативе передовых рабочих начались коммунистические субботники. В 1918 году по инициативе передовых рабочих начались коммунистические субботники, запятая, в которых производительность труда в 2-3 раза выше, чем в обычные рабочие дни. В 2-3 раза выше, чем обычные дни. Точка. На этой основе Владимир Ленин разработал два критерия. Первой фазы коммунизма. Разработал два критерия. Первая фаза коммунизма. Двоеточие. Первое. Производительность труда. Второе. И рядовые рабочие заботятся о сохранности каждого пуда хлеба, запятая, угля, запятая, железа, достающихся всему обществу.
достающихся всему обществу. Новой строки. Ленин этими критериями определил границу между переходным периодом от капитализма к коммунизму, определил границу между переходным периодом от капитализма к коммунизму и первой фазой коммунизма. Следующее семинарское занятие по этой теме.